Привет всем! Хочу сегодня такую тему затронуть, как фотобизнес. У нас в городе бытует несколько мнений, но люди по-разному относятся к фотографам. Есть люди, которые считают, что фотографы это такие мажоры, что они в жиру бесятся, цены специально поднимают. То, что та цена, которую, вот, допустим, они берут за свои услуги, она не оправдана. А есть люди, которые, наоборот, поддерживают фотографов, говорят, что их работа на самом деле приносит очень много пользы. То, что фотографы – это люди творчества, они делают искусство. Ну и есть люди, которые как-то относятся к фотографам так же, как и ко всем остальным, как сказать, профессиям, то есть особо-то и не обращают внимания. Я вот сегодня пригласил фотографа, Дмитрия Лишаева, который работает уже давно в этой сфере. Хочу с ним, как раз таки он пришел. Привет. Хочу с ним поговорить на тему вообще фотобизнеса, стоит ли этим заниматься, как все это начинать, насколько все это затратно и вот. Представляю. Короче, мы решили немножко переместиться, чтобы особо музыка сильно не играла. Познакомьтесь, этот Дмитрий Лишаев, да? Как правильно произносится фамилия? Буква ударение на я. Ляшев. Расскажи насколько долго ты работаешь фотографом? Фотографом я начал с 3 класса, когда отец подарил фотоаппарат. То есть прошел весь все волшебство, печати, проявки черно-белого пленочного фото. Потом это длилось давно, долгий процесс, обучение, библиотеки. Потом потихоньку студенчество, перешел в цифровые. Сначала. То есть ты всю жизнь, получается, зарабатываешь на фото? Нет. То есть это сначала было хобби, увлечение. Это не было таким, чтобы я без фото, без любые мероприятия всегда меня приглашали как фотографа, только не за деньги, а знакомые, родственники. И вот буквально лет 10 назад я приобрел фотоаппарат специально для того, чтобы попробовать себя в фотобизнесе. Да. А как начинал? Объявление. Просто подавал объявление и заказы находили? Сначала по знакомым ходил, сначала пригласили, и потом уже пошло-поехало. А сейчас ты каким образом находишь клиентов? Я не нахожу, они сами находят. То есть в этом отношении у тебя все нормально? Без проблем. А вот есть же такое, что новые фотографы, люди, которые хотят стать фотографами, они, получается, закупаются разным оборудованием, какие-то обучающие курсы проходят, а потом, когда начинают работать, они понимают что, заказов, грубо говоря, нет. Что можешь таким людям сказать? Посоветовать? Да. Больше работать над собой. То есть сейчас очень много платформ, очень много электронных ресурсов, где можно выставить свою галерею и чтобы народ смотрел. Например, реклама, Инстаграм. Сейчас именно раскрученные ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, еще что-нибудь. Свой сайт можно, портал сделать, подать объявление. То есть, в принципе, это уже маркетинг. Я, наверное, больше воспринимаю свою работу не как бизнес, скорее всего, а в первую очередь сначала творчество, а потом уже как бизнес. Если ты больше на чем больше зарабатываешь? На свадьбах, на коммерческом фото или чем еще занимаешься? Я не разделяю свадебные фото или какие-либо другие работы в каждом мероприятии. То есть подходишь одинаково ответственно. Те же ракурсы, те же портреты, те же приемы. Есть же такое что обучение даже разное бывает. Допустим, свадебных фотографов обучают одному, а тех, кто, допустим, фотографирует еду, обучают по-другому. Студийные фотографы это совершенно другое направление. Плюс еще есть фэшн-фотографы, плюс еще есть документалисты, репортажные фотографы. Я помимо фото, в последнее время занимаюсь видео, поэтому у меня свой подход к фотографированию. То есть я не разделяю, не ставлю рамок, то есть я на свадьбах могу снять так же, как и других
И в студии, допустим, совсем другой, совершенно другой подход. Не стараюсь использовать больше, стараюсь использовать больше естественный свет. Натуральный свет, ничего естественного, как искусственного. А были ли вообще какие-нибудь, как сказать, когда вот ты осознал, да, то, что нужно маркетингом заниматься? То есть было же, помнишь, такое время, когда можно было просто закупиться оборудованием, объявить всем, что ты фотограф, и заказы уже шли. Это были где-то, начало 2000-х, да, было такое. А сейчас вот получается очень много молодых фотографов появляется. Сейчас кстати, очень много же молодых. Да. Как ты вот я знаю лично свыше 100 фотографов. У нас, допустим, фотография якутская уже перевалила за 100, считающих себя бизнесменами фото и видео. Конкуренции как таковой нет, потому что у каждого своя линейка. Кто-то студийное фото, кто-то свадебное фото, кто-то там, допустим, работает на выездные, кто-то документалки, кто-то репортажки. Очень много направлений. Вот я знаю парня, который Слепцов Василий, который снимает чисто собак, чисто животных. Да, очень интересное направление. То есть он другое не берет. Это очень узконаправленное. И ребята молодцы, развиваются, закупается очень много техники сейчас. И самое, наверное, полезное в том, что сейчас очень большая конкуренция, и это тебя подталкивает к развитию. Вот это вот большой плюс. Не то, чтобы в плане развития техники, а в плане мастерства. То есть достижения мастерства в этой области. Повышение сервиса. Повышение сервиса в том числе, да. Люди это ценят, и сарафанное радио работает. А как, допустим, если я, допустим, начинающий фотограф, да, каким образом я могу понять, в какую сферу именно идти? Пробовать, снимать. И у каждого в самом начале уже есть направление. То есть, вот ты любишь снимать на природе, допустим, да? И тебя тянет на природу. Слушай себя и твори, что ты хочешь. Обычного человека сразу бывает, вот я хочу облака снять. Все, человек уже понимает, что он уже хочет в этом направлении. А бывает человек, который хочет снять, допустим, еду. Вот это вот есть желание, то, что ты хочешь высказать, вот это вот есть твое направление. В чем ты хочешь преуспеть, это уже развивается, а потом превращается в твое направление. Так, тогда получается таким образом, да, я, допустим, молодой фотограф, который хочет заниматься творчеством, и, допустим, я, выберу свое направление, там, снимать облака, и каким образом это монетизировать? Монетизировать, во-первых, снять классно и опубликовать, создать свою галерею из этих облаков. Все, и продавать. А кто согласится покупать эти облака? Вот, допустим, каким образом начинающему фотографу конкретно зарабатывать? Куда идти, где больше денег, что сделать? Если серьезно, то надо очень много снимать и работать. Работать с людьми, встречаться, уже сразу начинать позиционировать себя как фотограф. Да, начинающий, признавать, что ты начинающий, и больше общаться с, может быть, профессионалами, да, которые уже достигли, ходить на курсы. Кстати, насчет курсов. Очень многие думают, что да, я заплатил, ходил на курсы, я стану очень крутым фотографом. Ничего подобного нет. У своего курса есть свой уровень, то есть есть начальный, средний, профессиональный, и ты должен быть готов к тому, что ты услышишь. Многие этого не понимают, идут сразу на крутые курсы. На самом деле этого им ничего не даст, а тебе больше даст, наверное, твой опыт. Твой личный опыт, твой личный рост, твое видение, как ты, допустим, хочешь развиваться. Только и всего. То есть много снимать, 100 в день, 1000 в день. Видеть кадры, искать свою линию. У каждого же есть, ты же знаешь, допустим, да, у каждого есть своя линия, все снимают по-разному. Какие бы курсы ни ходили одинаково, все равно будут снимать по-своему. Согласись? Ну да. А есть еще такой вид фотографов, называется бомбилы. Я вот как раз, наверное, таким фотографом был. Это тот фотограф, который особо-то не отличает, там, мне нравится вот это. Те фотографы, которые снимают ради денег. Я тебя знаю как человека, который очень аккуратно подходит к
материалы. Почему я отозвался к тебе, да? Потому что ты очень скрупулезно подходишь к каждому, выверенно подходишь к каждому кадру. Это не все так делают. Вот, допустим, я снимаю все подряд, публикую все подряд. Плохо, главное, мне нравится и все. Может, людям не нравится, но я все равно это делаю. А у тебя, вот я вижу, да, очень аккуратный подход, тонкий, и всегда классно получается. Спасибо, ничего себе. Я когда работал фотографом, да, у меня такое впечатление складывалось, то, что среди вот именно свадебных фотографов есть вообще очень такая жесткая конкуренция. То, что вот молодые приходят и начинают там демпинговать. Демпинговать, да. Есть такое, да. Ну, это, скорее всего, плохо не для нас, творческих людей, а для клиентов, потому что они наступают на какие-то, ну, короче говоря, грабли, может быть, ну, говно. То есть, подходя к этому не творчески, да, то есть мы, фотографы, с тобой начинаем относиться к клиентам не как к клиентам, как к объекту, как сказать, Искусство? Да, скорее всего так, потому что когда со мной начинают разговаривать как с сантехником, который пришел чинить трубы, мы хотим это, я сразу говорю. Нет, потому что невозможно по заказу сделать шедевр. Невозможно по заказу сделать то, чего он хочет. Потому что природа, свет, момент, он всегда разный. И его он никогда не повторим. То есть, если клиент поставит рамки, у тебя не будет свободы выбора. Свободы выбора, да, и ты будешь стараться показывать то, что он хочет, и это будет, ну, не раскроет не только их мероприятия, но и тебя как фотографа. Ну да, в принципе в этом-то и заключается, да, профессионализм фотографа, что Донести. который, да, просто в любых, как сказать, обстоятельствах, при любом освещении нужно уметь делать какие-то классные фотки, правильно? Согласен. Да. И насколько ты универсален, это больше, наверное, сказывается в свадебном фото. Потому что свадебное фото, я считаю, это самое такое... Грязный, там бывает грязный свет, там бывает плохо освещенное место, там бывает сильно освещенное место, там не бывает теней, там иногда бывают дожди, тучи. Для фотографа не должно быть плохой погоды, это раз, не должно быть плохого освещения, это два, то есть у него все должно быть свое. Наверное, вот этими отличается. Я не позиционирую себя свадебным фотографом. Я до этого, может быть, еще не дорос, я не считаю себя человеком, который достиг каких-то высот. Нет, я просто обычно делаю, что я хочу. А если вот так спросить, да, в каком именно виде фото больше денег? Ну, свадебные однозначно, но есть много направлений. Они, кстати, все сезонные. Свадьба лето, школьные весной, осенью, 1 сентября. То есть в каждом времени года есть что-то свое. Я люблю больше всего осень. Очень яркие краски, вот эти вот желтые, перемена вот это вот с лета на зиму. Этот период для меня как бы вдохновение. И вот, может быть, из-за того, что мне это нравится, вот это время года мне приносит больше материальных. А там больше свадьбы получается? Нет. Фотосессии именно... Индивидуальные, в основном. Если я, да, допустим, начинающий фотограф, ну, и хочу именно вот, чувствую, что я хочу заниматься фотографией, да, и все равно же речь должна идти о каком-то начальном капитале. То есть нужно купить фотоаппарат, какой-то объектив, рекламу куда-то подать, да, каким-то образом какие-то курсы пройти. И это, допустим, у меня не так было. То есть настоящий, ну, как бы, фотограф, он не может, купив фотоаппарат, стать резко фотографом. Это может быть жизнь, допустим, кто-то подарил или там в детстве там купил, когда-то пробовал, кто-то снимал на Polaroid. Но ты должен быть уже иметь представление с детства, увлекаться этим с детства. Ну, мне так кажется. А вот за раз решил, допустим, я бухгалтер, учился, потом купил фотоаппарат, я хочу стать фотографом. Пройдут года, прежде чем ты станешь различать, что такое фото настоящее, просто.
А ты же говоришь, да, что и видео тоже увлекаешься. Да. Где, что больше дохода приносит, фото или видео? Наверное, сейчас уже одинаково, потому что в прошлом году у меня прибыль в основном приносила видео. Но сейчас вот за зиму я уже больше начал заниматься фото. То есть я не знал, я подходил к этому, когда вот я все время учусь по Владе. И подходил к этому одинаково. Я думал, фото это вот один из кадров видео. И подходил всегда так. Думал, я фотограф, делал. На самом деле это не так. Год проработав усиленно именно в студиях, вот у Алексея Павлова, в других студиях, студийных съемках, понял, что фото не менее важная вещь, чем видео. То есть подход не должен быть таким поверхностным. И основная задача фотографа — это игра света. Я до сих пор еще этого не понял. Не понимаю. А как у тебя? Да. Как у тебя тогда фотки такие получаются хорошие, то, что у тебя заказывают? Ищу себя, пробую, смело пробую и не боюсь высказываться. Все. Это мое. Все. Я хочу вот так вот сделать. Я хочу выразить, просто я в глазах вижу, реализую и просто пускаю в сеть. А такой еще вопрос есть. Вот ты же говоришь, да, то, что фотографией нужно заниматься как творчеством, как художник. Там, допустим, если я начал этим заниматься, да, а есть, ну, бытует же такое, как сказать, ну, стереотип такой есть, да, художник, там, бедный человек. Если конкретно заниматься фотографией как искусством, не означает ли это то, что ты будешь, как сказать, ну, заниматься тем, что тебе нравится, а это не будет приносить тебе денег? Нет. Вот тот человек, который будет снимать только для себя, в первую очередь, в конечном итоге он будет намного круче и богаче, чем тот, кто будет снимать коммерческие съемки. Потому что при съемках коммерческой съемки ты не развиваешься, это точно. Потому что эксперименты, все творческие вдохновения приходят именно когда ты снимаешь самому себе, для себя, бесплатно, что-то выразить, искать. Вот только так ты должен много работать для себя. Вот как ты видишь, вот тебе понравилось, все, выпускай. Вот тебе не нравится, все, бракуй и снимай дальше. Ну, у меня такое видение. И, кстати, у меня вот подход, вот, многие спрашивают, научи меня, то у меня нет вспышки, у меня нет там дополнительных оборудований, у меня нет крутого фотоаппарата. Великие художники творили на лучине, да, допустим, своих моделей при свете свечей, там, имея холст, кисти, шедевры делали. Мы, живя в 21 веке, ругаем себя за то, что у нас нет там крутых кодексов, чтобы там осветить или там чего-то еще, чтобы сделать очень красивые фотографии. На самом деле вот этот подход очень ошибочный. Мы живем в 21 веке, любой фотоаппарат, вот, допустим, это верхушка инженерной мысли. Любой фотоаппарат, будь то мыльница, будь то другой фотоаппарат, даже телефон. И из него можно выжать 100%, можно даже 200%. Ну, то есть ты говоришь, что каким бы слабым был фотоаппарат, все равно можно какой-то шедевр сделать. Да. Но это же не означает то, что, допустим, я куплю какую-нибудь мыльницу и пойду снимать коммерческие заказы. Нет. При коммерческом заказе ты должен отдавать. Существует, из-за того, что много конкуренции, да, существуют некие рамки профессионализма. Допустим, вот сидим в кафе, да, кафе, столы, стулья, ну, становятся более удобными, более красивыми, более чистыми, более... Вот есть фотографирование то же самое. Есть качество съемок, она должна отвечать неким стандартам. Цветокоррекция, свет, он не должен быть темным или слишком пересвеченным, или, допустим, они должны быть более художественными. То есть у тебя должна быть хорошая оптика, чтобы все это передать, а в мыльницах этого нет, он снимается на автомате. То есть... Я веду не такие простые мыльницы, да, а, допустим, какой-нибудь Canon, там, P500 с фитовым объективом. Это же не полноценно, ну, как бы не такая мыльница, да, а уже зеркальный фотоаппарат более-менее серьезный, но он ни в какое сравнение не идет именно с топовыми моделями. Ну, наверное, это зависит от бюджета тех людей, которые хотят фотографа.
Вот какой минимальный бюджет, чтобы начать, ну, как бы стать фотографом? Как ты считаешь? На самом деле люди иногда хотят простого, просто человек, что пришел, просто сфоткал и ушел. То есть без обработки, без художества, то есть просто чтобы... Репортажка, да. То есть для этого подойдут обычные китовые объективы. Просто снял, соответственно, бюджет тоже простой, без никакой светокоррекции, просто снял, отдал и ушел. Это может быть газеты, какие-то мероприятия, концерт, уличные какие-то, да. То есть в основном такие заказы бывают, и для него достаточно иметь такой фотоаппарат простой и как раз таки попробовать себя в разных конфигурациях цвета. Это может быть концерт, мероприятия, какие-то выступления. Допустим, бывает так, что хотят пригласить, осветить мероприятие. Речь идет об репортажном фото. Да. Просто приходишь и фотографируешь то, что там происходит. И там, насколько я знаю, не так много платят, там где-то от 1000 рублей, по-моему, начинается, да, час? От уровня фотографа, то есть, если хотят. Есть такие фотографы, репортажная съемка тоже сложная вещь, это не так просто. Ну да. Там нужно иметь такой фотоаппарат, который очень хорошо фокусируется и мгновенно, причем репортажка бывает спортивная репортажка. Допустим, танец балерины снять мгновенно, очень красивый кадр тоже. Нужно иметь определенное стекло и что-то еще. Ну вот, ты же говоришь, что все равно оборудование должно быть профессиональным. Я об этом и спрашиваю, да? Какого уровня, да, самого, как сказать, минимального уровня должен быть фотоаппарат, чтобы войти в этот рынок и не опозориться перед другими людьми? И сколько примерно все это стоит? В деньгах? Да? Ну, как минимум 150. 150. Да. То есть 150 тысяч у меня есть, я могу на эти деньги взять фотоаппарат и войти в рынок. Да. Ну, ясно. А вот, допустим, взял этот фотик и каким образом там начать рекламировать? Вот, допустим, я вообще ничего не знаю, что сделать, там, пытаюсь объявление куда-то ставить и все такое, да, но сложность же Нет панацеи. в этом заключается. То, что очень много конкуренции, и если я начинающий фотограф, то на меня никто не обратит внимания. Да. Да. А, в этом смысле. Да. То есть есть акулы свои. Ты должен как-то скандально показать себя. Хайп сделать. Да. Некий хайп. У каждого он свой. Прийти к Эдварду Хамусу на репортаж. Так что если ты начинающий фотограф, приходи, да. Участвую в мероприятиях, фестивалях, фотовыставках. Конкурсы. Фотоконкурсы. Я 3 года назад, не назад, 3 года подряд участвовал в конкурсе «Якут с глазами горожан». Я тогда именно целенаправленно работал зимой, летом, осенью именно для этого конкурса. Это подстегивает тебя к тому, чтобы какая-то цель имеется, как экзамен. К концу года ты участвуешь в каком-то конкурсе. Есть National Geographic. Тебя начинают писать в средствах массовой информации, мелькать в газетах, журналах, и фотографии публикуются в книгах, которые ты получаешь, и вот у тебя есть своя галерея. А у тебя через Инстаграм приходят заказы? Все мои заказы приходят, вот так скажу, никто из моих подписчиков не становился моим клиентом. Приходили всегда сторонние заказы, уже становятся моими подписчиками. То есть по рекомендации. Кто-то кому-то советует, таким образом идет, да? Нет, может быть, смотрят по дневнику, по Инстаграму, по ленте, уже обращаются. То есть, как бы, Инстаграм-страничка для меня это не чтобы все начали узнавать, подписываться, нет. Просто как портфолио. Чтобы, допустим, с человеком знакомишься, просит показать работы, ты просто даешь адрес, да? Да. И они уже узнают, начинают заказывать. Вот смотри, еще такой вопрос, да? Каким образом инициировать заказ? Работа в Инстаграме, да, выкладывать, допустим, где-нибудь в сети, это же получается... верхушка айсберга. Да, выкладываешь работу и ждешь, да, пока тебе кто-нибудь позвонит. А если я мне какие-то, срочно заказ нужен, каким образом я могу сам синициировать, чтобы найти какого-то клиента? Однозначно не демпинг, потому что это неуважение к самому себе, это тяжелый труд, мастерство, это вложение не только в технике, но и тяжелый труд. Поэтому, наверное, скорее всего, не ждать. Это такой бизнес,
скорее всего, ну, я даже не знаю, не скажу, что я такой преуспел в этом. Вот я когда хочу, да, заказ есть. Нет. Бывает так, что есть месяцы, когда вот, зимой, в январе, там, они все отдыхают, но никто не хочет сниматься. Акции, какие-то интересные проекты. Допустим, когда вот ничего нету, я оказывается. Я этого не осознаю, не специально делаю. Когда есть свободное время, я делаю некие интересные проекты. Фотосессии в стиле милитари, допустим. Фотосессии в стиле, там, этно-стиле. Придумываешь, организуешь и снимаешь. И люди начинают подтягивать. Да, прикольно, прикольно. Я вот тоже помню в свое время там разные фотосессии организовывал, ну просто находил какие-нибудь ниши, там, допустим, фотосессии для беременняшек. Со скидкой можно сделать или конкретно какой-нибудь фон найти и вот, специально для них сделать, да? Да. Тогда получается, если нацеливаешь на какую-то целевую аудиторию, там больше отклика идет. Да, да. Посоветуй, короче, сейчас еще тем людям, которые занимаются поиском фотографов, да? Каким образом найти фотографа, и чтобы потом не разочароваться в их работе? Допустим, я вот ищу фотографа к себе на свадьбу, каким образом искать? Не ориентируйтесь, страничка Инстаграм это верхушка айсберга, да? И причем каждое фото, которое публикуется в Инстаграме, многими фотографами обрабатывается почти целый день. То есть это вверху, одно фото, это вот гениальное творение, которое они выставили. Это у многих так. Репортажку они вряд ли опубликуют, которые они повседневно снимают и публикуют. А в свадьбах, допустим, в вашей свадьбе, да, это не может, все фотографии не будут точно такими же, которые выставлены в Инстаграме. Не ожидайте от этого, то есть от фотографа, вот шедевральных фотографий, почти всех фотографий. То есть это все зависит от вас. Будьте искренне открыты, эмоционально, не скрывайте своих эмоций. Когда вот пригласили фотографа. А как выбирать фотографа? Выбрать фотографа? Да. По портфолио, но опять-таки попросить у него какие-то репортажи необработанных фотографий, серию. Допустим, я всегда отправляю серию фотографий необработанных, вот, как есть. Вот это даст больше информации, чем одно обработанное фото. То есть попросите у них 10 фотографий одного мероприятия. Сразу будет объективная оценка, что это такое, что за фотограф. И разница будет чувствоваться в съемках и в обработке. А означает ли то, что если вот, допустим, бывают же такие очень дорогие фотографы, там по 50 тысяч некоторые снимают, да? А бывают фотографы, которые чуть ли не там за 10 тысяч снимают, имеется в виду свадьбу. Означает ли то, что если вот, допустим, фотограф снимает дорого, там за 40 тысяч, за 30 тысяч, да, то, что он очень хорошо снимает? Да. Человек, который оценил себя так, он уже имеет свою некую клиентуру, которая, может быть, дает ему право оценивать себя так. Допустим, многие топовые фотографы не будут снимать за 10. Это уже безусловно понятно, почему? Потому что человек делает качественную работу. Соответственно, некачественный человек, который делает, он не сможет вам поддержать, потому что качество будет совсем другим. То есть к нему просто не пойдут люди. Все. То есть можно смело не бояться и обращаться к топовым, если хотите хороший результат, да? Да, да. Бывают ли такие случаи, когда просто человек начал и простой логикой, если считается, да? Вот я начинающий фотограф и подниму свою планку до 40 и буду сидеть и ждать, что ко мне кто-нибудь придет, подумав, что я крутой фотограф. Такое тоже может быть. Это же рынок. То есть тут надо смотреть его работы, опять-таки, сравнивать, просить, много общаться с ним. В словах, когда разговариваешь, сразу понятно, что за человек. Все. Круто. То есть это невозможно скрыть. Ну что, наверное, подходим к завершению. Те вопросы, которые, допустим, интересуют многих, наверное, Дмитрий ответил на эти вопросы. Может, ты еще о чем-то хочешь сказать, что вот какую-нибудь мысль донести для тех людей, которые хотят стать или фотографами, или для тех людей, которые ищут фотографов. Снимайте много.
еще раз снимайте и еще раз снимайте. Это самое главное. Ну все, всем пока.